Внимание к мелочам и хорошая память, ну и талант, несомненно. Сначала это были просто эскизы, чуть позже – платье для кукол. Поэтому сомнений, что она выберет профессию модельера-конструктора, ни у кого не возникало. Да и сама швея не жалеет о сделанном ею выборе. Помимо тренировок, помимо работы в колледже, я также шью себе, своим родным, близким, друзьям. Нет нелюбимых вещей, я, в принципе, люблю все шить. Обучение нравится, что практика проходит. То, что еще недавно было подвластно только профессионалам высокого класса, Фатима Мержоева осваивает с необычайной легкостью и применяет на практике. В этом и кроется секрет ее мастерства, благодаря которому она стала лучшей среди 5 участниц 4-го регионального чемпионата, проходившего в Кабардино-Балкарии в конце февраля. Это не первая победа в копилке будущего модельера. В прошлом году ей удалось стать победительницей в чемпионате рабочих профессий в нашей республике, а потом принять участие и в национальном этапе. Поэтому Фатима знала, с чем имеет дело. На каждое задание давалось определенное время. Пошив черкески был 9 часов, изготовление газерниц было 3 часа, изготовление басонных изделий 2 и изготовление газырей и пуговиц 2 часа. Сложнее всего мне далось изготовление газерниц, так как тут очень аккуратная и кропотливая работа, очень сложно пришивать донышки. WorldSkills или по-другому Олимпиада рабочих профессий. Ведь в основе олимпийский принцип – побеждает только лучший из лучших. Для преподавателя это тоже большая радость. Ведь победа Фатимы значит, что их труд не пропал даром. Для нас задача была трудная. Почему? Потому что мы только провели региональный чемпионат по компетенции технологии моды, и время для подготовки было ограничено. Все условия для успешной тренировки были созданы. И, соответственно, здесь еще не только условия, но и талант, и трудолюбие участницы играют огромную важную роль. Фатима наша Мержоева проявила не просто терпение и трудолюбие, потому что очень много было самостоятельной работы, домашней работы. В 20-е годы прошлого столетия миром моды правила обычная девушка из французской провинции Коко Шанель. Изяществу и простоте, присущей ее одежде, пытаются подражать и современные законодатели мод. Для Фатимы она тоже пример для подражания и стимул для дальнейшего роста. У меня есть свои эскизы, которые я рисовала еще с 4 класса. Много авторских работ. Есть планы на будущее. Я хочу поступить еще выше, получить высшее образование. А пока Фатима занята созданием эскизов своей будущей коллекции. На следующем конкурсе постарается стать лучшей. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.